الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. У нас с вами следующая встреча, следующий урок по изучению фикха. Как мы уже заметили, фикх действительно интереснейшая такая наука, которая связана с каждым нашим часом нашей жизни, с каждым днем. И как ученые говорили, что фикх – это аль-кут, это основная еда. Но раньше под фикхом также подразумевался и акида, конечно, это тоже не стоит забывать. Поэтому фикх называли аль-кут основной едой, а остальные науки – это аль-фаваких, это уже как фрукты и так далее. Тем не менее, конечно же, нельзя умалять достоинство и важность ни одной из исламских наук. Каждая наука на своем месте, каждая наука дает нам какие-то плоды, какие-то результаты в этой жизни, и дай Аллах и вечности. Аминь. Мы с вами на прошлой встрече говорили про искупительную саджду, две искупительные саджды, саджда саху. Также их можно перевести как саджда из-за невнимательности. Сегодня же мы с вами продолжим изучать фикх, и первый вопрос, который мы с вами затронем, это саджда тилява. Саджда тилява, саджда означает саджда, земной поклон, тилява означает чтение. То есть в Коране есть такие места, в которых Аллах повелевает совершить саджду, либо же описывает верующих, как они совершают саджду. И прочитывая этот аят, необходимо что сделать? Необходимо совершить саджду. И вот саджда, которая совершается после прочтения или после услышания этого аята, называется саджда тилява. Саджда тилява. Давайте на экран тогда я выведу, и мы с вами вместе будем читать и переводить. Так, Тиляева, страница 169. Угу. Вот она, саджда Тиляева. Значит, саджда Тиляева является ваджибом. Совершение саджда Тиляева, по мнению ученых ханафитов, является ваджибом. И является она ваджибом тому, кто читает этот аят, и тому, кто слышит этот аят. И эти аяты, они обозначены в Коране, обозначены в мусхафе. Когда вы читаете Коран, вы, наверное, заметили, что есть такие места, где на полях нарисован михраб. То есть михраб можно перевести как некая такая ниша, алтарь. Также вы увидите, что под местом, где вот про саджда говорится, именно, точнее, над этим местом, такая долгая такая черта, длинная черта. Вот. Это как раз указывает на то, что после прочтения этого аята, этого места необходимо что сделать? Необходимо сделать саджду. И выполнение этой саджды является чем? Является исполнением веления Аллаха. То есть Аллах повелел сделать саджду, и поэтому что делают мусульмане? Покоряясь Аллаху, показывая Аллаху свою смиренность, они после прочтения этих аятов совершают саджда. Передается в хадисе: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. От Ибн Умара передается этот хадис, и он говорит о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, читал Коран, فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ, и он читал суру, в которой упоминается саджда, فَيَسْجُدُ, и он делал саджду, وَنَسْجُدُ مَعَهُ, и вместе с ним мы также делали саджду, حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جُبْهَتِهِ. Мы все делали саджду, что даже некоторые из нас не находили места, куда бы положить свой лоб. Ну, как делается саджда.
Значит, эти аяты, которые, после которых совершается саджда, они известны. Их насчитывается 14. 14. При прочтении Корана вы можете их увидеть. На этих аятах мы не будем останавливаться, это занимает слишком много времени. Я думаю, что каждый, кто читает Коран в оригинале, по мусхафу, он, наверное, встречал эти места. Следующая подтема, под вопрос, каким же образом совершается это саджда? Значит, мусульманин, который прочитал этот аят, что он делает? Он направляется в сторону киблы, в сторону Кабы, делает такбир, говорит Аллаху Акбар, не поднимая руки. И что делает? И сразу же уходит в саджду. То есть это вот так получается. Человек встал, он вознамерился совершить вот эту саджду, говорит Аллаху Акбар, и сразу же идешь куда? Идет на саджду. То есть без руку, без поясного наклона, без поднимания рук. И во время саджды что он делает? Ну, проговаривает тасбих. Тасбих, то есть восхваление Аллаха, представление Аллаха. Говорит Субхана Раббил А'ля, Субхана Раббил А'ля, Субхана Раббил А'ля. Также может что сделать? Также может совершить дуа на арабском языке, если пожелает. И дальше что делает? После этого он поднимается также словами Аллаху Акбар. Вот. То есть вот, прочитали аят, встали, вознамерились и сделали саджду. Мгм. Эта саджда, она подобна чему? Она подобна одной саджды, одному земному поклону в намазе. И столпом этой саджды, столпом саджды земного поклона по случаю прочтения аятов Корана, определенных аятов Корана, то есть его руконь, его столб всего лишь одна саджда. Одна саджда. Каким образом? Когда мы кладем свой лоб, когда лоб касается пола, место, где мы делаем саджды, и, конечно же, и нос, и руки, и так далее. И таким образом, что и во время этого мы делаем такбир и восхваляем, и во время саджды восхваляем Аллаха. И здесь очень интересный момент. Например, человек, допустим, сидит в мечети, к примеру, перед ним у него такой вот специальный, такая подставка для мусхафа, для Корана, и он, например, читает сидя. Так вот, если молящийся прочитает этот аят в состоянии сидя, будучи в состоянии сидя, он может что сделать? Может сделать эту саджду из этого состояния. То есть он сидел, как еще говорят по-турецки, да, он сидел по-турецки вот так, и он прочитал этот аят, и прямо же с этого положения, сидя, он может сделать саджду, вознамерившись. Если же он станет, тогда он совершает намаз с положения стоя. Не намаз, саджды. Совершит намаз, субханаллах, совершит саджду из положения стоя афдаль, лучше. Теперь несколько ахкамов, несколько аспектов, несколько важных моментов по поводу этой саджды. Значит, это саджда тилава, саджда по случаю прочтения определенных аятов, подобно намазу. И она является ваджибом тому, кому намаз является обязательным. То есть эта саджда не является ваджибом для детей, которые не достигли половой зрелости. Также не обязательно для женщин, у которой менструальный цикл, либо же послеродовое очищение. И во время саджды необходимо соблюсти то, что соблюдается во время совершения намаза. А именно, чтобы мы были направлены в сторону Кабы, киблы, чтобы была чистота одежды, чистота тела, чистота места, чтобы было состояние ритуальной чистоты омовения. Да, время здесь ни при чем. Но эта саджда не делается во время макрух, во время, когда совершение намаза считается порицаемым, кроме как, если этот аят был прочитан непосредственно в это время. Дальше. Саджда тилава является ваджибом, как уже было сказано, тому, кто читает, тому, кто слушает, даже если он не слушает, а услышал. Даже если он не намеревался слушать Коран. Ну, допустим, что? Например, пришли в мечеть, и там кто-то сидит, читает Коран. Мы, допустим, пришли и сели, пока, допустим, достали телефон, как это обычно бывает, да, отвечаем на звонки, отвечаем не на звонки, на сообщения, и человек прочитал, рядом с нами прочитал этот аят. Мы не вознамерились, у нас не было намерения слушать Коран в данном случае,
особенно этот аят. Ну, мы услышали. Поэтому что? Поэтому мы должны сделать саджду. На нас ваджиб сделать эту саджду. И автор говорит, поэтому очень важно, если, например, читающий Коран, читает рядом с теми, кто не в состоянии омовения, либо же он в данном случае как бы не вознамерен слушать Коран, желательно вот эти места, где читается аят, прочитать про себя, шепотом. Для чего? Для того, чтобы другие не услышали, чтобы льярфа анху харадж, чтобы им не доставлять никакие удобства, и чтобы они, допустим, забыв об этом, не приняв во внимание это, чтобы они не согрешили. Потому что оставление ваджиба является макрух тахримен. Третье. Вот очень интересный момент. Допустим, бывает же, что, допустим, мы заучиваем какой-то аят, какую-то суру, и в этой суре встречается вот этот аят, и мы его повторяем 10 раз, 20 раз, 40 раз, 50 раз, 100 раз. Вот как же быть в этом случае? Автор говорит, если читающий этот аят повторяет этот аят много раз, ну, допустим, при заучивании, за один присест, то есть, допустим, каким образом? Ну, представьте себе, допустим, у вас нашлось свободное время, вы, допустим, в кабинете, либо у себя где-то в комнате, либо где-то в классе, в аудитории зашли, и что вы делаете? Ну, вы заучиваете, повторяете, у вас, допустим, 15 минут, и за это время вы всю эту суру повторяли. Этот аят повторяли в том числе. Это называется фи маджлисин вахидин. За один присест, за одно собрание, за один раз, скажем так, за один раз. То есть он прочитал много раз, 10, 20, 40, 50 раз. Достаточно в этом случае сделать всего лишь одну саджду. То есть только одна саджда совершается в этом случае. Но если же он прочитал этот же аят в нескольких случаях, ну, допустим, представьте себе, такую, допустим, рабочую картину. Человек работает в каком-то где-то в офисе, и вот время обеда, к примеру, он пошел пообедал, у него осталось время, соответственно, он постарался быстрее пообедать, он пошел намаз совершил, у него еще 10-15 минут до начала, до окончания обеденного перерыва, он повторил эти слова. После обеда у него тоже там выдалось какая-то, допустим, 10-15 минут, он тоже решил пойти повторить. Те же самые аяты, та же самая сура. Он повторял, и там повторял, и здесь повторял. Но там это было за один раз, это уже другой раз. Поэтому в том случае, даже если много раз повторил, он делает одну саджду. И в этот случай, даже если много раз повторил, делает тоже одну саджду. Но если он сразу же не сделал, получается, вот за это время на него уже возлагается две саджды. Две саджды тиляева. Две саджды, которые совершаются после прочтения этих определенных аятов. Далее. Если же за один присест он прочитает много разных таких аятов, за каждый аят возлагается что? За каждый аят возлагается совершение одной саджды. Вот. Следующий момент. Если он прочитает этот аят биайнихи, то есть только глазами, допустим, что может быть? К примеру, он находится где-то у себя в офисе, там несколько человек, допустим, может быть, если не мусульмане. Он, например, на телефоне открыл приложение, и что делает? Просто глазами так пробегает. Просто глазами так читает, пробегает. То есть нет шепота, нет чтения. Или, например, он выучил какой-то аят и в уме про себя прогоняет. То есть повторяет. Без звука. В этом случае саджда не делается. Почему? Потому что размышление не является чтением, а чтение глазами не является чтением также. Это всего лишь что? Это всего лишь как бы, смотреть получается и размышлять над этим. Назарун фахмун. Далее. Саджда тилява, если был прочитан этот аят вне намаза, то это является ваджибом аля тарахи или ахир или умур, то есть является ваджибом исполнения этого саджда до конца его жизни. Аля тарахи, то есть не сразу же. Можно завтра, послезавтра, через неделю, через сколько-то. Я знаю людей, которые так набирают несколько аятов, а потом разом делают несколько раз саджда. Вот.
Поэтому, если он прочитал вне намаза этот аят, вне намаза, то он может совершить эту саджду и завтра, и послезавтра, и через неделю, и через месяц. Если же он прочитает сразу же после того, как освободился от чтения, то это хорошо, то это хорошо. Если он прочитает, например, если он совершит эту саджду, вернувшись домой, это тоже хорошо. То есть, если он исполнит это, вернувшись домой, либо через неделю, либо через месяц, это тоже считается исполнением этой саджды, этого веления, но юкраху та'хируха хашьяталь нисьян. Но нежелательно, порицаемо откладывать из-за опасения, что это может забыться. Следующее. Если читается аят внутри намаза, ну, допустим, человек выучил эти суры, и он читает этот аят, этой суры внутри намаза, во время намаза. Если вне намаза у него обязанность ваджиб, необходимость до конца жизни, не сразу же, а на время, то есть в течение всего времени, а внутри намаза он должен сделать эту сажду именно внутри намаза. Если не сделает внутри намаза, тогда эта сажда уже не делается. И неважно, является ли этот намаз, в котором аяты читаются про себя, либо же читаются вслух. Так вот, но есть случаи, когда саджду не надо делать внутри намаза. Есть случаи, когда вот эту саджду тилява внутри намаза не надо делать. Это какой случай? Это случай, когда до окончания чтения или до окончания этой суры остается один аят или два аята. Ну, допустим, сура Аляк. Суратуль Аляк это та сура, в которой в конце встречается эта саджда, веление совершить эту саджду. И человек спокойно дочитал эту суру, и ему нет необходимости делать саджду. Эта саджда будет включаться в руку или же в суджуд. То есть ему отдельную саджду не нужно делать. Не нужно делать. Угу. Далее. Но если же он прочитает этот аят в самом начале своего чтения, ну, после фатихи имеется в виду, либо где-то посередине, имеется в виду до окончания этой суры, остается 3 аята и более, либо же до окончания этих аятов, допустим, намеревается прочитать, допустим, не всю суру, а несколько аятов. Но этот аят сажда тилява, которым упоминается повеление совершить сажду, также читается. И после этого аята, если до окончания остается 3 аята, в этом случае что? Он сразу же после прочтения этого аята делает такбир, говорит Аллаху Акбар, не поднимая руки, и сразу же из состояния стоя идет состояние саджда. И говорит Субхана Раббиль А'ля, Субхана Раббиль А'ля, Субхана Раббиль А'ля 3, 5, 7, нечетное количество раз. Возможно, вы, когда находились во время таравиха, возможно, видели, возможно, имам предупреждал, что после такого-то аята в первом ракате или во втором ракате мы сделаем саджда, и, возможно, вы также вместе с ним делали. Это как раз исполнение веления Аллаха. Если же человек в течение намаза не сделал, то есть не сделал эту саджду, то все. Это уже с него снимается, но здесь говорится о том, что он за это получит некую такую греховность, если он это сделал преднамеренно. Если же он сделал по забывчивости, то есть, ну, забылся, не сделал, тогда в этом случае греха нет. Далее. Здесь интересный вопрос. Вот на сегодняшний день мы часто слушаем чтение Корана, включаем приложение, скачиваем аяты, скачиваем суры, читаем, слушаем. И вдруг мы услышали аят, которым Аллах повелевает нам сделать саджду. Является ли ваджибом после этих аятов, после прослушивания этого аята, не человеком, вот так скажем, не человеком? Нужно ли сделать саджду, когда читается аят, этот аят не человеком? Валлахиру аннаха ля таджибу. То есть, как бы видно то, что это не является ваджибом. Илля, кроме того случая, когда чтение происходит, когда чтение это прямой эфир. Вот смотрите, телефон, к примеру, мы включили телефон, скачали приложение и слушаем. Это запись. Это запись. В этом случае
не делается. Мы теперь включили, допустим, прямой эфир. Какой-то шейх читает, и мы хотели бы услышать, и включили. Также слушаем через наушники, например, либо через колонки, но это чтение прямой эфир. В этом случае что? В этом случае саджда тилява делается. В этом случае саджда тилява делается. Дальше идем. Вот таким образом, вот она, саджда, вот он, земной поклон, который совершается после прочтения вот этих аятов. Следующий наш учебный вопрос – салятуль витр. Салятуль витр – намаз витр. Как некоторые еще называют шестой намаз. На самом-то деле это не шестой намаз, это отдельный намаз, который совершается после 5 обязательных. Давайте поговорим об этом. Слово витр вообще означает нечетное, то есть нечетное количество. Значит, совершение намаза витр, по мнению ученых ханафитов, является чем? Является ваджибом. И нельзя оставлять. Оставление витр намаза является макрух тахримен. Если же этот намаз человек пропустил, то ему необходимо что делать? Лязимаху кадаухе. То есть ему необходимо что делать? Обязательно ему нужно возместить. Не обязательно, имеется в виду ваджиб ему возместить. Время этого намаза после намаза иша. После намаза иша. Здесь ученые высказали разные мнения. Является ли наступление времени намаза витр с наступлением времени иша намаза? Одни сказали да. Когда наступает время иша намаза, также наступает время витр намаза. Но условие, что сначала иша намаз и только потом витр. Другие сказали нет. Другие ученые сказали, что время витр намаза наступает после совершения иша намаза, ночного намаза. Ну, итог в принципе один. Витр намаз совершается после ночного намаза и длится до наступления фаджра. Даже не... Да, до наступления фаджра, то есть до наступления времени утреннего намаза. И обычно совершается в 3 раката. Совершается в 3 раката, подобно магрибу. Но в чем разница? Разница в том, что во время совершения витр намаза во всех ракаатах после аль-фатихи читается замсура, читается другая сура. И когда в 3-м ракаате заканчивается чтение, молящийся что делает? Поднимает руки на уровне вот ушей, как вначале делается, да? А потом что? И он во время поднятия этих рук произносит такбир, говорит Аллаху Акбар. И произнесение такбира является ваджибом, кстати говоря. После этого что он делает? Возвращает свои руки на место, то есть, скажем так, на живот. И что делает? И читает дуа кунут. Дуа – это мольба, кунут – это покорность. То есть дуа, которая выражает покорность. Также здесь говорится о том, что вот это дуа можно прочитать с открытыми ладонями, вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Это также приходит в сунне пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. И он во время этого дуа совершает то, что пожелает. То есть совершает не то, что пожелает, совершает ту мольбу, читает ту мольбу, которую пожелает. Но сунной является чтение именно той молитвы, той дуа, которая пришла от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и известная дуа кунут называется, да. Это вот Аллахумма инна наста'инука ва настахдика ва настагфирук ва натубу илейк ва ну'мину бик ва натаваккалу алейк ва нуфни алейка аль-хайра куллах нашкурука ва ла накфурук ва нахлa'у ва натруку ман яфджурук Аллахумма ияка нa'буду ва лака нусалли ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Таким образом совершается вот этот дуа кунут, и совершение именно этой дуа является сунной. Также от пророка, алейхиссалату вассалям, приводится другая дуа кунут. Аллахумма адини фиман хадайт, ва афини фиман нафайт и так далее. Вот эту дуа тоже можно выучить. Они оба приходят от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому оба можно совершать. Можно и разом даже на самом деле. Можно по отдельности. Дальше. Значит, автор поясняет, что вот выразить свою покорность мольбой является ваджибом. В последнем ракаате, в последнем нечетном ракаате.
Но если человек, об этом мы с вами говорили, то есть повторение небольшое, если человек забыл про эту мольбу и уже пошел на руку, он уже не возвращается для этой мольбы, а что делает? Он в конце делает 2 искупительные саджды. 2 искупительные саджды. Дальше. Если молящийся, значит, витр совершается каждым индивидуально, отдельно, чтением Корана про себя, то есть шепотом, кроме месяца Рамадан, после Тарауиха, где витр намаз совершается коллективно, и имам читает все вслух во всех 3 ракаатах. Мгм. Далее. Так, сейчас, секундочку. Давайте еще несколько минут. Када уль-фаваид. Следующий наш вопрос, наша тема – это восполнение пропущенных намазов. Значит, эде, то есть, смотрите, када, еще говорят каза. В некоторых книгах можно каза встретить. Почему? Потому что буква ба у некоторых народов, их языке читается как з. Получается каза. Возможно, вы слышали гайриль махзуби валя залин. Да, с точки зрения чтения Корана это неправильно. Но если в языке просто так говорить, то есть не как Коран читать, не как в намазе читать, а просто между собой как диалог строить, в этом случае можно за говорить. Поэтому, возможно, вы слышали не Рамадан, а Рамазан, именно из-за этой буквы дат, непростой буквы дат. Так вот, автор говорит о том, что есть када, это восполнение пропущенных и намазов, в том числе, и постов, и так далее. Када уль-фаваид – восполнение пропущенных, так и переводится. А своевременное совершение поклонения называется эде. То есть, когда мы говорим с вами про намаз, мы должны понимать, что Аллах возложил на нас намаз и сделал время намаза таким достаточно длинным, продолжительным. И в течение этого времени мы обязаны совершить намаз. Если время прошло, намаз так и не был совершен, в этом случае это намаз становится уже када. То есть время намаза прошло, это уже не может быть эде. Это будет када, это будет возмещение пропущенного намаза. Так вот, если время намаза уже истекает, остается там 10-5 минут, необходимо что делать? Необходимо быстрее совершить омовение и встать на намаз. И, возможно, если время совсем мало осталось, совершить намаз, пропуская некоторые сунны и делая сунны по минимуму. Но в то же время говорится следующее. وَمَنْ أَدْرَكَ تَحْرِيمَةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. То есть, кто успел войти в намаз до истечения времени намаза, то что? То он успел на намаз. Потому что намаз, как говорит имам Аль-Касани, куллюн – это целое поклонение, ля ятаджаззау, не разделяется на части. Поэтому, если молящийся успел совершить часть, вступить на намаз, в этом случае что? В этом случае, иншаллах, он успел на намаз целиком, и его намаз считается эде, а не када. То есть восполненным, совершенным вовремя. Кроме утреннего намаза. К утреннему намазу вернемся. Хочу сказать мнение ученых-шафиитов. Ученые-шафииты говорят, что человек считается успевшим на намаз только тогда, когда он успел совершить 1 ракаат. То есть ханафиты сказали, успел вступить в намаз до истечения времени намаза. Ученые-шафииты говорят, когда он успел прочитать 1 ракаат. Дальше. Что касается, возвращаясь обратно к ханафитам, что касается утреннего намаза, мы с вами говорили о том, что если солнце начинает восходить, то есть подниматься уже, его диск поднимается за горизонтом во время совершения утреннего намаза, это нарушает намаз. За исключением того случая, когда уже в конце, то есть это уже, допустим, самый конец утреннего намаза, он уже прочитал ташаххуд, он читает салават и поднимается, допустим, вот солнце, в этом случае он успел на намаз. Но мы с вами также упомянули мнение шафиитов, поэтому можете вернуться к теме, что нарушает намаз, и там все это прослушать еще раз заново. Дальше. Что касается када. Это исполнение обязательного после выхода времени, после истечения времени. И восполнение фардов является фардом, восполнение ваджибов является ваджибом.
Если кто-то пропустил фард намаз или ваджиб намаз, необходимо что сделать? То есть является фардом и, соответственно, ваджибом восполнить этот пропущенный намаз, дабы очиститься от греха. Биттифак аль-аиммат аль-арба, согласно мнению 4 ученых. Имеется в виду основатели мазхабов. Дальше. Но вместе с совершением, восполнением пропущенного намаза необходимо, чтобы был еще истигфар. Истигфар – это просьба, обращенная к Аллаху о прощении грехов. Почему? Потому что человек, если он пропустил не по причине, то есть беспричинно пропустил, да, беспричинно, ну просто из-за невнимательности, он тем самым согрешил, тем самым совершил грех. Поэтому восполнение получается исполнением обязательного, а истигфар нужен для чего? Для того, чтобы очиститься от греха несвоевременного совершения обязательного поступка, если он не имел на то весомой шариатской причины. И сразу же возникает вопрос, каковы же шариатские причины, которые дозволяют намаз совершить не вовремя. Либо же, другими словами, каковы шариатские причины, которые дозволяют отложить намаз. Так вот, это вот те причины, которые, если присутствуют у человека, человек, который пропустит этот намаз, не считается совершившим грех. Почему? Потому что у него есть удр, у него есть шариатская причина. И такие причины бывают двух видов. Первая причина – те причины, которые не связаны с его волей. То есть он не выбирает. Например, сон. Он не смог проснуться. Ну, представьте себе, допустим, человек, который вернулся с работы, было еще много времени, или, например, допустим, вернулся, он прочитал аср и прилег, он так сильно устал, оказывается, у него там плохое самочувствие, он проспал до самого чего? До самого ночного намаза. У него было намерение всего лишь там поспать 20-30 минут. Он даже будильник завел, но на будильник не проснулся. Вот. Но здесь ученые комментируют. Если человек реально там плохо просыпается на будильник, ему нужно поставить несколько будильников, 2, может даже 3. Один поближе, другой подальше, и так далее, с интервалом, допустим, на полминуты. Это раз. Второй момент, что вот когда мы постоянно, ну, бывает, что мы устали, допустим, просыпаемся, и будильник звенит, и мы нажимаем отложить на 10 минут, отложить на 5 минут. Отложили, настолько много отложили, что время намаза истекло. В этом случае мы считаемся греховными. Почему? Совершившими грех. Потому что мы сами это отложили. Поэтому сон от сна отличается. Но в общей сложности сон, где, допустим, мы завели будильник на всю громкость, и он звенел там 3 часа, 2 часа, 1 час, но мы не проснулись, в этом случае, иншаллах, на нас греха нет. Также забывчивость. То человек пришел, совершил намаз, и раз, два, три, он смотрит, уже время намаза, допустим, совершил аср намаз, потом уже смотрит, время ночного намаза наступило. То есть забылся. А, допустим, такое часто бывает, когда человек куда-то приехал, допустим, в другой город, в другую местность, где там чуть-чуть время намаза отличается. Дальше какая причина? Игме – это когда человек теряет сознание. И также предположение, что время намаза еще много. Например, местами времена намаза все-таки отличаются. Допустим, если обратить внимание на намаза Мекки, на магриб намаз, он там длится где-то час 15, час 20. В то время как в Москве, летом, к примеру, время магриб намаза длится там около 2 часов. Поэтому, допустим, он приехал на Умр, к примеру, пошел в Мекку, приехал из Москвы, и у него в уме сложилось впечатление, то есть такая программа, что время магриб намаза длится там 2 часа, и здесь не успел он посмотреть время намаза, и что? И он думает, что время намаза еще, а время намаза уже вышло. Иншаллах, в этом случае не будет греха. Следующая причина, которая связана с его волей. Но эти причины, они узаконены шариатом. Как, например, слабость,
конкретная слабость от больного человека или у больного человека. Либо человек занят чем-то очень особенным, например, помощью, допустим, человеку, которому нужна срочная помощь. Либо, например, у человека рана, ему нужно срочно помочь, доставить в больницу, там, приезжать рано, доставить в больницу. Либо, например, женщина, допустим, рожает. И либо, например, ну, вот подобные причины, которые говорится о том, что если этим не заняться, это может нанести большой вред, большой урон. Эти случаи считаются узаконенными шариатом. В этом случае, что время намаза, то есть в этом случае намаз можно пропустить, но нужно понимать, что мы не должны быть довольны этим. Да, мы понимаем, что в данном случае намаз мы пропускаем, вот потому что есть такая вот причина шариатская, но в то же время мы не должны быть довольны и радоваться, что вот там, мол, намаз потом совершу или что-то еще. Передается в хадисе «Руфи аль-каляму ан саляса». Перо, которое записывает дурные и хорошие деяния, поднято от 3 человек: от ребенка, пока он не достигнет половой зрелости, от спящего, пока он не проснется, и также от одержимого, пока он не придет в себя. Также в другом хадисе говорится: «Инна Аллаха вада ан уммати аль-хата ва нисяна ва мастукриху алейхи». Воистину Аллах простил членам моей общины то, что они совершили по ошибке непреднамеренно, имеется в виду, ва нисяна по забывчивости, и то, к чему их принудили. Ну, у нас еще много о чем нужно говорить про пропущенные намазы, поэтому на этой встрече мы с вами, к сожалению, не уложились. Иншаллах, продолжим на следующей встрече изучать этот вопрос. Дай Аллах, чтобы мы снова встретились и изучили, и дай Аллах, чтобы эти знания были полезны нам. Амин. Джазакум Аллах хайран за внимание. Субханак Аллаху хамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.